Make a big nice thing in the street. Gonna be a big man someday. You got murder on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. Sing it, we will rock you. На площадку выходят, выкарабкиваются, на худой конец выползают перспективные игроки хоккейного клуба «Энергия». Надежда России, будущие звезды Кубка Президента, Золотой шайбы, КХЛ и НХЛ вместе взятых. Плач Канада, трепещи Америка – эта ледовая дружина никому спуску не даст. На трибунах шумит российская волна, в раздевалке украдкой прячет слезу поверженный соперник. Стоп, а где же клюшки? А клюшки малышам, по мнению тренера, пока давать рано. Они ведь еще только учатся. Для начала уверенно стоять на коньках и уверенно падать, конечно. А потом уже передвигаться и вообще управлять телом на льду. Если учесть, что телу этому никак не больше 6 лет от роду, то становится очевидно, у этих ребят все впереди. Перед глазами пример старших товарищей клуба «Энергия», обладателей многих и многих кубков. Среди последних побед второе место в третьем этапе зимней спартакиады учащихся России, который прошел в Хабаровске. Команда «Энергия 97-98» в этом турнире отстаивала честь всей Якутии, так как помимо 9 воспитанников клуба в ее состав вошли 2 члена якутской дружины «Элей-Бо Тур». Наши ребята сразились в общей сложности с 5 командами и уступили только хозяевам соревнований. Посмотреть на подрастающее новое поколение спортсменов приехал и директор Нерюнгринской ГРЭС Алексей Старцев. Сам, кстати, завсегдатай ледовой арены Серебряного Бора. Впрочем, ребят удивил не визит нового дяди, а новогодняя елка, которая, во-первых, горит, а во-вторых, спускается с потолка. Да, наверное, уже пора ее и выбросить, если учесть, что скоро март. А будущие хоккеисты отправляются обратно в детский сад. Кстати, после таких тренировок с аппетитом и послеобеденным сном у них все в порядке.